прежде чем рассказать вот про наш детский проект, я бы хотела немного сказать, несколько слов сказать о проблеме доступа к образованию детей-мигрантов. И наша организация сталкивается с этой темой с 90-х годов, в общем, с самых первых дней своего существования. И первыми, так сказать, не нашими детьми стали в Москве дети бакинских беженцев. Но тогда ситуацию удалось преодолеть благодаря демократичности Моссовета и гуманизму московских директоров школ. С тех пор мы наблюдали разные эти дети были не единственными, кто столкнулся с проблемами при устройстве в школу. За ними последовали дети чеченских семей, прибывших в Москву после военных кампаний 1994-1996 года. И тогда ситуация стала хуже, серьезней, потому что детей, у родителей которых не было московской прописки, тогда регистрации, просто в школу не принимали. И наша организация судилась с правительством Москвы, выиграла сначала городской суд, потом Верховный суд оставил решение городского в силе, который признал незаконными ограничения при ограничении доступа к образованию и обучению в школах этих детей. И как раз вот детский центр, Центр адаптации и обучения детей-беженцев, о котором говорил Григорий, он появился именно в то время, в 1996 году, когда к нам на прием приходили чеченские семьи с детьми, потому что детей некуда было совершенно оставить, некуда деть. И мамы сидели в очереди, дети висели на этих мамах, и дочка одной из наших сотрудниц просто стихийно стала читать им вслух, и из этого выросла такая волонтерская инициатива и системная, которая представляет собой систему индивидуальных занятий по школьным предметам и работу психолога с детьми, социальный досуг, какие-то мы организуем праздники, экскурсии, прогулки, не знаю, все что угодно, чтобы у детей появилась какая-то нормальная детская жизнь. И тогда это было важно, и симптоматично то, что центр дети называли школой, потому что для них это была возможность быть такими, как все, и иметь нормальное школьное детство, да, что они тоже ходят в школу, как и все остальные московские дети. И несмотря на то, что в 2001 году, когда мы отстояли право в суде этих детей учиться, дети в школу пошли, они не могли успешно продолжать обучение без нашей поддержки, потому что пропустили от нескольких месяцев до нескольких лет школы обучения, и самостоятельно эти пробелы было восполнить трудно. Тем более, что это семьи, как правило, многодетные, в которых родители работают с утра до ночи и без выходных. И с тех пор, к сожалению, спрос на такую деятельность, к сожалению, не ослабевает. И сейчас вот Григорий говорил о том, что много трудовых мигрантов, и это в основном семьи без детей, но вот по нашему опыту как раз годы, конец 2000-х или там 2010 года, это большой очень поток семей именно с детьми, когда люди, уже имея какую-то работу, перевозят сюда семьи и пытаются дать детям образование. Это один из основных стимулов, собственно, привоза детей в Москву. Вот. И помимо всех проблем, связанных с доступом, да, это, естественно, проблема незнания языка. А реальность последних лет, она такова, что мы наблюдаем не только детей трудовых мигрантов, но и детей беженцев. Это дети из Сирии, Афганистана, африканских стран. И, к сожалению, в последнее время мы говорим не только о том, что дети не могут учиться в школе, не зная русского языка, а о том, что их в школу опять не принимают. И не принимают, ссылаясь на отсутствие документов, то есть грубо говоря, требуют регистрацию. То есть это как будто какой-то флешбэк, да? Мы снова оказались в начале 2000-х,
когда в нарушении закона об образовании, в нарушении Конституции право ребенка на обучение привязывалось к регистрации родителей. И сейчас это усугубляется выходом нового приказа Министерства образования номер 32 вот от 2014 года, от января 2014 года, который определяет порядок приема в школу детей и определенную процедуру. И получается, что процедура вся у нас в интернете. В интернете форма стандартная. Стандартная форма требует указания регистрации. Если нет, обращаешься в департамент или в управление образования, они предлагают, перенаправляют запрос в эту службу, это называется ОСИП, окружная служба информационной поддержки, которая, в общем, замыкает по кругу, и получается, что без заполнения формы в интернете, которая не предусматривает возможность для детей, у которых нет регистрации, получить доступ в школу. Кроме того, получается, что приказ этот требует наличия документа, подтверждающего легальный статус. Но уже действительно сложно говорить о наличии легального статуса у огромного количества беженцев, которым в этом статусе у нас отказывают. Я, к сожалению, не могу сейчас процитировать статистику, не взяла, но цифры людей со статусом беженцев во всей России ничтожны просто для многомиллионной страны. Они исчисляются несколькими тысячами, что просто капля в море. Вот. Помимо этого, для многих школ такие документы, как свидетельство о временном убежище или ходатайство о том, справка, подтверждающая, что человек просит временное убежище, вообще не являются никакими документами, их всерьез не воспринимают. И даже если мы допустим, что вот есть у ребенка такие злостные родители, любимым термином нелегальные иммигранты называемые, которые не хотят легализоваться и нарушают злостно все возможное законодательство, получается, что мы перекладываем ответственность за их действия на ребенка, у которого в результате нет возможности посещать школу и хоть как-то интегрироваться и социализоваться. Вот. И к сожалению, мы действительно сейчас можем говорить уже о тенденции, что это возвращение практики отказа в приеме в школу, связанного с отсутствием регистрации после появления этого приказа. И несколько таких самых вопиющих наших примеров в практике, когда людям, у которых заканчивалось, например, РВП, разрешение на временное проживание, детей отчисляли из школы. И самый яркий такой пример, правда, не московский, это Тверь, но очень болезненный переговор со школой, совершенно хамский ответ директора, который не принимает во внимание ни Конституцию, ни закон об образовании, а просто по формальному признаку закончилось, до свидания, действует. Есть случаи отказа в приеме в школу сирийских детей, и что тоже очень печально, есть украинские примеры, когда, несмотря на всю риторику помощи братскому народу в этой лицемерной войне, страдающему, детей точно так же в школу не принимают. Вот у нас один такой мальчик учится. И если говорить про статистику центра, да, сейчас у нас действительно, как сказал Григорий, 60 человек, из них 20 человек в школу не ходят. Там, правда, есть дети дошкольного возраста, но проблема доступа к дошкольному образованию тоже очень остро стоит. Детские сады принимают еще хуже, чем школы. Но это еще проблема очереди, и москвичи многие от этого страдают, да? Но для приезжих это вообще просто мечта несбыточная — устроить ребенка в детский сад.
Понятно, что все эти маленькие дети непонятно куда должны деваться, когда родители все время работают. У нас есть сирийская семья с 2 детьми. Отец работает ночью, мать работает утром. Отец, значит, вместо того, чтобы спать после ночной смены, как бы следит за детьми. Она каждый час звонит с работы, выясняет, что там и как все ли живы и здоровы. Вот, и в детский сад их не берут. И даже если, там много еще нюансов, да, даже если преодолевается этот барьер, то все равно препоны есть, еще связанные с медицинской стороной дела. Да, требуется оформить медицинскую карту. Это значит, что либо нужно просить департамент здравоохранения прикрепить ребенка к поликлинике, и тогда он сможет пройти обследование бесплатно. Но в последнее время, даже уже это не последнее время, а несколько лет, года 3-4, на все такие запросы мы получаем отказ 100%, в 100% случаев. Либо это платный полис. Но платный полис для многодетной семьи – это просто непосильные траты и время финансовое. Вот. И второй большой момент – это незнание русского языка, о котором уже говорилось. И здесь, конечно, нельзя не сказать, что все-таки предпринимает государство какие-то усилия для того, чтобы эта проблема решалась. Например, в Москве создана система школ русского языка на базе, раньше была на базе, в каждом округе по одной такой школе русского языка, организованной на базе обычной школы. И это была очень важная и очень хорошая инициатива, потому что, с одной стороны, дети в течение года получали возможность изучать язык и пропедевтику основных предметов там им предлагали, а потом распределяли в обычные классы по результатам обучения. А с другой стороны, они ходили в обычную школу, как все, видели других детей, общались и социализовались, и интегрировались. И это очень важно, потому что практика какого-то учебного гетто – это тоже не то, что нам нужно. Но сейчас, в результате еще всех изменений и реформ системы образования, вместо 12 школ, которых и так-то было очень недостаточно, их теперь 6. И какой родитель, который работает круглосуточно, повезет в другой район ребенка в школу, я не знаю. Вот, поэтому, что нам кажется важным делать сейчас, во-первых, собирать информацию масштабно и по Москве и Московской области по случаям отказа. И необходимо, видимо, какое-то социологическое исследование на эту тему. И жалко, вот, что коллега из Центра миграционных исследований не смог прийти. Он подойдет еще, я думаю. Может быть, тогда расскажем. Да. И в наших планах, естественно, судиться, обжаловать этот приказ Министерства образования. Но если раньше мы могли судиться просто как организация, то теперь мы не можем подавать жалобу в интересах неопределенного круга лиц, нужен конкретный заявитель. То есть нужен родитель, который решится и потратит свое время, которое опять непонятно откуда взять, на это дело, без особых надежд и перспектив. Вот. Но центр наш вот живет, отпраздновали 19 лет, и если у нас 60 детей, то примерно столько же у нас волонтеров, и люди приходят, и дело очень живое, и вся эта молодежь, и все эти студенты, которые приходят с детьми заниматься, они какой-то оптимизм все-таки вселяют. И будем надеяться, что что-то хорошее будет продолжаться. Спасибо.